Так же, как человеку необходим определенный набор витаминов и макроэлементов для поддержания здоровья, сил, роста и развития, так и у почвы есть свои природные стимуляторы, которые называются гуматами. По-другому это натриевые и калийные соли гумусовых кислот. О том, что такое гуматы, какую ценность они имеют для растений, а в каких случаях их применение будет бесполезным, нам разъяснила ведущий специалист Россельхозцентра по Ингушетии Люба Джандикова. Эффективность гуматов обусловлена тем, что, попадая в растение из грунта при корневом внесении или же через лист при внекорневом опрыскивании, гуминовые вещества активируют в растениях обменные процессы, что в свою очередь неизменно улучшает их общее здоровье и развитие. Кроме того, при поливе растения под корень гуминовые вещества активизируют работу почвенных микроорганизмов, благодаря чему заметно улучшается структура почвы, ее водо- и воздухопроницаемость. Все это впоследствии заметно скажется на развитии корневой системы и степени усвояемости из почвы полезных веществ. Особенно ценными станут подкормки гуминными растворами рассады при высадке ее в открытый грунт. В этом случае приживаемость растения, их стартовый рост пройдет на порядок быстрее, а замачивание семян перед посевом улучшит процент схожести. Таким образом, улучшится структура почвы, это способствует крепкому здоровью растений и укрепит их иммунитет. Растению будет легче противостоять неблагоприятным климатическим условиям и болезням. Разные виды гуматов предназначены для различных целей. Так, гумат калия эффективен при предпосевной обработке семян и клубней, а также при укоренении черенков. Применение гумата калия усиливает стойкость растения к морозам и засухам. В продаже можно встретить как гумат калия в чистом виде, так и обогащенный дополнительными микроэлементами. Как мы видим, гумат калия плюс 7 или гумат калия плюс 7 микроэлементов. В основном предпочтение основной массы огородников отдается гумату калия. Если же необходимо поддержать здоровье листвы в случаях ее легкого пожелтения, то в этом случае будет полезным обрабатывать и проливать растения гуматом натрия. Важно помнить, что при разведении гумата натрия необходимо соблюдать строгую дозировку, чтобы не навредить растению. И еще гумат натрия не применяется на щелочных почвах. Применять гумийные подкормки можно несколько раз за сезон. Приготовленный раствор гумата можно использовать в течение недели, но не позже. А при необходимости смешивать приготовленный гуминовый раствор с другими азотными, калийными или органическими удобрениями. Фосфорные составляющие, а также кальциевую селитру в раствор с гумийными веществами лучше не добавлять, поскольку при этом образуются труднорастворимые соединения, и таким образом должного эффекта от гуматов мы не получим. Гуминовые подкормки особенно эффективны на глинистых, песчаных участках или же на не очень плодородной почве. Дополнительное добавление гуматов значительно повышает плодородность почвы и увеличивает в ней количество полезных подпочвенных микроорганизмов, что в свою очередь ускоряет накопление гумусного слоя. Также гуматы могут поддержать качество почвы, не богатой гумусом, но плодородной. Но особого эффекта мы можем не заметить, так как такая почва изначально насыщена натриевыми и калийными солями гумусовых кислот.